Это 3D принтер. Это 3D принтеры, которые находятся здесь в Makerspace. Вот. Как вы знаете, 3D печать в современную эпоху очень-очень быстро развивается. Вот. И вследствие этого мы, конечно же, вот, получается, здесь в Makerspace тоже посредством грантов и поддержки посольства США. Здесь у нас есть два 3D принтера, которые мы используем для того, чтобы обучать всех, кто интересуется 3D-моделированием, чтобы они могли на компьютере делать 3D-объекты или находить такие 3D-объекты в интернете, делать разные их размеры и, соответственно, загружать на какой-либо из этих 3D-принтеров и, соответственно, выставлять на распечатку. Получается, 3D-принтер нужен для того, чтобы распечатывать некоторые модели. Для чего это может понадобиться? Для того, чтобы создавать прототипы. К примеру, мы хотим собрать какое-то изобретение, да? И чтобы точно подогнать все детали, в идеале проще всего напечатать на пластике, нежели вырезать из металла. 3D-принтер идеально подходит для этого, потому что можно 1000 раз на нем печатать. Также есть некоторые элементы, которые, в принципе, не нужно печатать, допустим, на металле. Корпус, да, допустим, сейчас у нас все практически из пластика сделано. 3D-принтер — это идеальное устройство для того, чтобы прототипировать, либо уже создавать полуготовые модели. Получается, у 3D-принтера есть печатающая головка. Она может передвигаться по осям. И она, передвигаясь, начнет печатать по разным осям. X, Y, Y, Z. У каждого принтера по-разному происходит система нагревания. Допустим, здесь происходит нагрев и специальное полотно, на котором все это печатается. Также вот видны следы клея. Когда нужно, чтобы хорошо прилипло, мы используем клей. Есть подача пластика через экструдер. То есть вот здесь стоит тоже мотор, и он своим движением пропускает пластик. Мы загружаем какой-либо, допустим, цвет пластика или же его другие модели. То есть у нас сейчас пластик ПЛА. ПЛА делаются из кукурузы и крахмала. Чтобы начать печать, мы должны разогреть полностью принтер. То есть сейчас нагреется до 60 градусов площадка и до 235 экструдер. Экструдер нагревает пластик и подает его тонкой линией. Все остальное — это специальные кулеры, которые охлаждают правильно пластик, чтобы он застывал вовремя и быстро. Допустим, есть еще пластик АБС, он более тверже, его, допустим, можно делать какие-то модели более прочные. Есть мягкие пластики, то есть они будут как резина. Также у принтеров есть понятие заполнения. То есть вот у нас есть просто линия пластика, да? Она вот такая полностью, и все. Но, допустим, тратить очень много пластика, чтобы залить полностью эту модель, это бессмысленно на самом-то деле, потому что даже больше одной катушки может уйти на вот такую модель. Для этого мы используем заполнение. Вот здесь это наглядно продемонстрировано, то есть 10%, 20% и 30%. То есть здесь вы видите такие решеточки. А здесь уже больше как пчелиные соты. А здесь более еще сильнее. То есть я ставлю 10%, и внутри, вот, допустим, этой модели вот такие пустоты. И она менее прочная. Если я поставлю 30%, она станет прочнее, и будут вот такие уже соты большие. Вот, это основной на самом-то деле показатель того, как вообще делаются модельки. Мы загружаем в наш принтер наш пластик по специальной трубке. Я могу просто взять экструдер и попросить его сантиметр выдать.
И вот отсюда начинает идти пластик. Все, мы убедились, что принтер готов к работе. На специальной флеш-карте, вот она, мы загружаем сюда модели, уже заранее заготовленные, вставляем и начинаем печатать. Пока я буду вам объяснять, как мы делаем модели, принтер уже успеет что-то напечатать. В сфере информационных технологий это тоже очень широко нуждается, потому что, например, на самом деле, например, те многие графические изображения, объекты, которые делаются в играх и разных этих, например, там тоже нужно умение делать разные 3D-объекты, да? Вот, и по сути, если какая-то студия делает какую-то игру или что-то еще, то в рабочем порядке, если им нужно, скажем, распечатать каких-то героев, да, им, конечно же, нужно иметь тоже 3D-принтер. И в любом случае специалист, который делает именно в IT, занимается игровой индустрией, да, скажем, в игровой индустрии работает, он делает 3D-объекты. Вот, и, соответственно, это автоматом значит то, что человек умеет делать 3D-объекты, и он уже практически без проблем может делать 3D-печати тоже, да? Самый простой вариант того, как создать 3D-модель, это использовать онлайн-платформу Tinkercad. Здесь все можно делать в браузере. Допустим, у нас есть самые обычные объекты. Это квадрат, это, к примеру, цилиндр, и также можем текст. Допустим, что мы хотим сделать шкатулку, да? Мы берем этот квадратик, создаем другой квадратик, и как бы один другой квадратик начинает вырезать. То есть это у нас отверстие, это у нас тело. Теперь мы их группируем, и что мы получаем? Небольшую шкатулку, в которую что-то можно положить. Это самый банальный, простой способ того, как объяснить, как вообще работает 3D-моделирование. То есть потом, к примеру, мы берем цифру 10, да, берем текст, его пишем 10. Мы можем настроить его ширину, высоту, длину и заполнение. И тем самым мы можем создать вот похожую модель тем же самым способом, то есть используя маленькое заполнение, оно будет внутри именно такое. Современную эпоху очень-очень быстро развивается. Здесь у нас есть два 3D-принтера, которые мы используем для того, чтобы обучать всех, кто интересуется 3D-моделированием, чтобы они могли на компьютере делать 3D-объекты или находить такие 3D-объекты в интернете, делать разные их размеры и, соответственно, загружать на какой-либо из этих 3D-принтеров и, соответственно, выставлять на распечатку. К нам приходили студенты мединститута, и они подумали, что если печатать зубные импланты на принтере. Они у нас попробовали, и все. Они теперь действительно печатают пластиковые зубы намного эффективнее, чем платить очень много за какие-нибудь другие. Вот, допустим, медицинская сфера. Естественно, инженерия, ботаника, потому что, вот, к примеру, это горшок, на самом-то деле, для цветов. То есть здесь есть отверстие для воды, и вот можно какой-то необычной формы сделать. То есть цветоводство. Также вот я говорил про прототипы. Самое простое, мы все напечатали на 3D-принтере. То есть это у нас аэропорт, самолет, гидранты и так далее. Для архитектуры это идеально подходит на самом деле, печатать прототипы городов или еще чего-то. Самый простой способ – это напечатать что-то, а потом это разукрасить маркерами, либо какими-нибудь красками и получить классную модель. Вот здесь представлены некоторые модели. Это, допустим, бюст Эйнштейна. Он потом уже, правда, был залит гипсом еще дополнительно, чтобы придать такую эстетичность ему. Но основной каркас был сделан на 3D принтере.
Потом, допустим, вот такая штука необычная. Это Франкенштейн. У вот этого кота мы изначально хотели его сделать в виде копилки, но потом передумали, просто решили кота. Можно продавать. На самом деле у нас сейчас в городе вообще существуют такие компании, которые что-то могут печатать на заказ, и потом вы это можете продавать, отправлять, допустим, за границу, если это кому-то нужно, там на Wildberries условно продавать или еще что-то. Вот. То есть очень, на самом деле, классная вещь. И в автомобильном сфере есть маленькие элементы, там, заглушки какие-то, может быть, переключатели. Их тоже делают на 3D-принтере, потому что дешевле, на самом деле, и все. И любой цвет можно использовать. А также можно зачистить, покрыть, допустим, лаком черным, чтобы она прям блестела идеально, и вот продавать. В планах у нас когда-нибудь создать бюсты знаменитостей Кыргызстана. Это очень сложный процесс, потому что из картинки нужно создать 3D-объект, при этом сохранив все пропорции лица, там, тела. Это на самом деле очень сложный процесс, но надеюсь, мы в скором времени придем к этому, чтобы кыргызский народ знал своих героев, так скажем. Да? Бюст Мартина Лютера Кинга. Это темнокожий, который боролся за права в Соединенных Штатах Америки. И вот у него есть вот такой бюст. И вот в наших планах создавать похожие бюсты наших местных, да, знаменитостей, исторических деятелей. Есть замечательный сайт Thingiverse, на котором изначально уже все модели существуют практически для всего. Нам нужно лишь просто посмотреть, есть ли модель, которая нам нужна. Допустим, не знаю, мы хотим грибы, и они здесь есть. Все, мы можем их скачать и напечатать. Тут даже прилагается инструкция. Есть классная программа, называется Blender. И вот это настоящее 3D-моделирование. И этот процесс очень скрупулезный и очень долгий. Но в нем как раз-таки создаются персонажи мультфильмов, вот такие бюсты. И там, по сути, да, происходит отрисовка. Сейчас конкретно этой программы на этом компьютере нету, но вот я вот так могу показать. То есть послойно создается объект, дается ему цвет, текстура и так далее. И вот мы получаем 3D-модель. Все, что связано с дизайном и такими человеческими пропорциями, эта программа Blender идеально подходит. Если что-то техническое, да, где больше нужна там, математика, точные, в общем, размеры, это можно зайти на сайт Thingiverse, Tinkercad или же в Compass 3D делать. Мы используем множество программ разных, вот Tinkercad, Blender, Photoshop, Canva, Compass 3D. Также есть специализированные программы для там, Osmo, для MakerBot, то есть очень множество программ, которые мы используем в нашей работе. IT — это такая очень большая площадка, в которой легко войти, но очень сложно продвигаться. То есть нужно собой обладать. Да? Сейчас в любую компанию можно податься на стажировку, проходить ее, получать опыт и, самое главное, вот упорство в IT. И постоянно следить за трендами. То есть сегодня у нас популярный React Native, завтра уже будет Angular. Да? То есть нужно постоянно свои скиллы увеличивать и идти в ногу со временем. В лаборатории мы много что делали. Я вот соавтор 3 изобретений, на которые есть патент от Кыргызпатента. Вот. Также здесь на работе мы делали разные проекты, связанные с луноходами. Мы помогали их разрабатывать. Также сами делали на NASA Space Up Challenge и на Space Week. Вот сейчас очень развит искусственный интеллект, и сейчас множество компаний начинают его активно вводить. Все эти специалисты — это дата-сайенсы, это те люди, которые могут правильно написать промпт для искусственного интеллекта. Всем этим очень интересно заниматься, и вот в этой сфере. Даже сейчас книжные фонды начинают использовать искусственный интеллект для написания сценария, иллюстрации через Midjourney, через ChatGPT пишется сценарий, потом корректируется людьми. Это на самом деле очень интересно. Вот у нас уже несколько компаний, я знаю, занимаются этим. Это, в принципе, новый вид производства. На самом деле он сейчас будет только совершенствоваться и, скорее всего, закроет какие-то прошлые элементы создания. Сейчас можно напечатать дом на 3D-принтере, он будет печатать бетоном вместо пластика. Есть уже такие проекты, и вот эта сфера очень сейчас популярна, особенно вот если посмотреть какие-то фильмы про будущее, там дома печатаются вот примерно по схожести 3D-принтеров. И вот наше человечество уже близко к этому на самом деле. Поэтому этот механизм очень универсален. На самом деле
Если заменить в нем пластик и поставить туда шариковую ручку, он может писать что-то на тетради. То есть можно писать книги, копировать их, да. То есть на самом деле масса применений такой технологии. И, вот. И как раз-таки, когда мы условную машину делаем, это же большой сложный объект. Там 1000 разных деталей. И чтобы не тратить кучу денег на разработку таких вот устройств, можно делать их просто на 3D-принтере, а потом уже делать их из металла. Это очень классная и популярная вещь на самом-то деле. Вот и это плюс этой профессии, что вы занимаетесь чем-то новым, создаете то, чего не было. И минус же этой же профессии тем то же самое, что вы каждый день пробуете, у вас не получается. Пробуйте еще раз, что-то не так, что-то снова не так. И через 1001 попытку у вас получится. То есть в этом самое главное удовольствие этой работы. 1000 раз у вас ушло, чтобы создать что-то, и на 1001 у вас получилось.